Всем доброго дня, всем здравствуйте, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. А это значит, что дайджест за неделю, все самое интересное из мира триатлона и не только. Ну что, традиционно начинаем с новостей, которые касаются непосредственно казахстанских атлетов или казахстанского спорта в мире триатлона. Итак, по порядку. Кубок Азии проходил на этой неделе, а точнее 17-18 декабря в Бахрейне. Город под названием Манам принимал старт континентального первенства, на который, кстати, приехали атлеты не только из Азии, но также были представители Америки и Европы. Ну и нужно сказать, что показали они себя с самой лучшей стороны. Так, в категории мужской подиум получился российско-чешским, а в женской категории, в женской гонке подиум и того вовсе получился целиком полностью российским. Но давайте по порядку. Во-первых, Екатерина Шабалина, как она выступила на этом старте, она сумела занять 6-ю строчку в этой группе, причем группа была достаточно серьезная. Победителю гонки она проиграла чуть больше минуты. Ключевым, наверное, фактором стало то, что на велоэтапе Екатерине не совсем удалось, может быть, поддерживать тот высокий темп, который задала лидер гонки, но, по крайней мере, насколько это возможно, и как отметил тренерский штаб, пока все идет в режиме подготовки и плавные программы, которые выстроены для лидера нашей национальной команды в женском зачете. Победительница стала Юлия Голофеева, ее результат 1 час 8 секунд, Диана Исакова 1 час 16 секунд и Анна Гореева 1 час 1 минута и 18 секунд. Достаточно плотно все было, и вот чуть больше минуты Екатерина проиграла, 6-ю позицию она заняла. У мужчин чемпионом стал Радим Гребик из Чехии, 2-ю и 3-ю строчку поделили россияне. Бродов стал 2-м и Клименко стал 3-м. Отмечу, что российские атлеты очень неплохо себя проявляют вот на таких Кубках Азии континентальных, и в принципе для них это уже не первые подиумы, с учетом того, какие проблемы есть в российском триатлоне. Так что вот такая гонка для нас и в частности для Екатерины получилась. Для нее этот старт в календарном сезоне был последним, а дальше она продолжает готовиться уже в своем темпе, в своем режиме, в своем графике, и, конечно же, пожелаем в новом сезоне, в новом году, 2022 году, не только Екатерине, но и всем нашим атлетам, кто будет выступать на международных стартах, конечно же, хороших, успешных, самое главное, призовых дистанций. В эти выходные, помимо того, что они получились длинными благодаря нашему празднику Дню независимости, нужно отметить, что в 2 крупных городах страны прошли гонки. Так, Федерация Алматы провела открытый чемпионат города в помещениях, индор-триатлон. Соревновались возрастные категории Ю-15, Ю-17 и Ю-19, и также принимали участие атлеты Age Group. Вообще, в целом, собралась достаточно большая плеяда, достаточно много любителей пришло поучаствовать, но и нужно сказать, что были показаны неплохие результаты временные на дистанции суперспринт, как у категории Pro, так и у категории эйджиков, с чем мы, собственно говоря, Федерацию триатлона Алматы и поздравляем. Вторая федерация тоже очень перспективная и очень, я бы сказал, молодая, но при этом амбициозная. Федерация города Нур-Султана в эти же даты, в эти же выходные проводила свой открытый чемпионат города на дистанции суперспринт и спринт в возрастных категориях Ю-17 и Ю-19, плюс еще проводили акватлон. В общем, 80 атлетов, 80 спортсменов приняло участие в этих стартах. Ну и очень приятно видеть такую динамику, такое развитие, особенно популяризация не только любительского триатлона, но и в первую очередь именно детского спорта. За это большое спасибо федерациям города Алматы и федерациям города Нур-Султана. Ну а результаты вы можете видеть на своих экранах. Призеров и победителей мы, конечно же, поздравляем и желаем не останавливаться на достигнутом. Ну а кто не сумел, может быть, в этот раз забраться на пьедестал почета, есть цель прекрасная для того, чтобы подняться и улучшить свои позиции в дальнейшем. Международная федерация триатлона и, я бы даже сказал, PTO. Что такое PTO? Да? Это профессиональное объединение
триатлетов объявила о том, что в следующем году они проведут еще больше новых стартов. Что такое PTO, да? Ну, давайте, во-первых, по порядку. Раньше туда входил Ironman, половинка Ironman и Челленджи. Челленджи в свое время, в последнее время меняли название, как-то видоизменялись, но вот сейчас все приходит к тому, что еще старты будут появляться дополнительные, при этом старты, конечно, коммерческого уровня с привлечением более именитых и профессиональных атлетов, как говорит дирекция гонки. Ну и плюс ко всему, давайте не забывать, что Кубок Коллинса, который они проводили, тоже в следующем году состоится. Ну, если в этом году только исключительно Кубок Коллинса, то вот в следующем году, 2022, планируется проведение, помимо Кубка Коллинса, да, континентальных команд, где принимала участие Европа, Америка и смешанный мир. Так вот, еще две гонки пройдут. Одна из них PTO в Канаде, в Эдмонтоне в июле месяце. Ну и еще одна гонка состоится в Далласе 17-18 сентября, помимо Кубка Коллинса, которого я уже упомянул. Примечательно, что PTO пригласила на организацию этого мероприятия Джона Ланта. Джон Лант известен своим, в первую очередь, именем тем, что он организовал проект и подвел все это на Олимпийских играх, которые проходили в Лондоне в 2012 году. Его команда занималась церемонией открытия, церемонией закрытия, различными проектами внутри самой Олимпиады. Ну и вот Джону предоставляется такая возможность показать себя еще и на таком уровне. Я думаю, что если эта команда берется за дело, то будет очень любопытно посмотреть, что в итоге, какой продукт мы увидим в этом году и в этом новом таком формате. Я думаю, что будет очень много известных гонщиков, очень много известных атлетов, ну и плюс ко всему PTO также нацеливается на то, чтобы не только профессиональные атлеты, но и плюс ко всему и по возрастным категориям тоже приглашать и принимать участников. Так что PTO вот новое такое объединение, которое потихоньку начинает раскрываться. ITU, Международная федерация триатлона, объявила о том, что чемпионат мира 2022 года по кросс-триатлону и дуатлону пройдет в городе Тыргу-Муреш. Это Трансильвания, это Румыния, но не пугайтесь, никаких вампиров там точно не будет, если только не вампиров в плане триатлона. Марисоль Коса, да, президент Международной федерации и член МОК, объявила, что это место уже не впервые принимает подобного уровня соревнований, и она прекрасно знает, на что способны в Румынии и на что способны в этом месте. Очень дружная команда, очень гостеприимный город, поэтому ни один атлет не будет чувствовать себя как в гостях, все будут чувствовать себя как дома. Ну и примечательно, что на протяжении нескольких дней будут проходить различные дистанции, помимо того, что будут гонки в элите, будут андеры до 23 лет и до 21 года, будут различные гонки, дуатлон, кросс-триатлон, плюс смешанные эстафеты, эйдж-группы, что любители тоже немаловажно. В общем, такая насыщенная, плодотворная, я бы сказал, неделя кросс-триатлона. Любопытно, что получится, что мы увидим в итоге в результатах, но как только они появятся, я думаю, что мы, конечно же, вам об этом постараемся рассказать, но если будет возможность, еще и показать. Не к самым, наверное, приятным новостям, но от них никуда не деться. World Triathlon ввел санкции против Российской Федерации триатлона. Связано это с тем, что в наших предыдущих дайджестах мы говорили о тех или иных проблемах, связанных с российскими атлетами. В частности, Полянского был зафиксирован допинг, проба положительно. Ряда других атлетов, у которых возникали проблемы, которых в свою очередь дисквалифицировали на год, на 2 и на 4. И все это привело к тому, что Международная федерация триатлона, увидев участившиеся случаи применения допинга со стороны российских атлетов, приняла решение, что на год подвергнут дисквалификации Федерацию России, запретить проведение международных стартов на территории Российской Федерации. Но по отношению к атлетам, которые принимают участие в различных континентальных международных соревнованиях, более строго производить забор проб, да, и допуск именно анализов. Поэтому тут, конечно же, российским атлетам не позавидуешь, но, как говорится, они сами себя в эту ситуацию поставили.
ко всему, различные должности, которые занимали российские делегаты в мировом триатлоне или в европейском, они должны на 1 год освободить. Что будет дальше? Я думаю, что по истечению года будут какие-то сделаны выводы, проведена работа, и в дальнейшем будет определено, либо же эти санкции увеличиваются, либо же Российская Федерация триатлона, скажем так, возвращается к нормальному, привычному образу жизни. Но пока до этого далековато, целый год придется вот российским атлетам участвовать и соревноваться за пределами своей страны. Ну что, на этом все, но это не последний выпуск нашего дайджеста, впереди еще одна рабочая неделя, а вот там, наверное, мы и потихонечку подведем итоги всего календарного года, ну и расскажем о тех новостях, которые были за последние дни в эти уходящие год. Что, всем большое спасибо, всем, кто смотрел, не забывайте поставить лайк, колокольчик, подписаться, не забывайте оставлять комментарии. Всем большое спасибо, кто нас смотрел, болейте на здоровье.